По официальной статистике, государственный долг Кыргызстана в 2023 году превысил 5,5 миллиардов долларов. Если гипотетически разделить эту сумму на количество граждан, включая детей, с каждого причитается около 750 долларов. Часть этого долга состоит из кредитов, полученных государством на строительство промышленных объектов. А насколько эффективно используются такие кредиты? Об этом в нашем материале. Летом 2013 года началась модернизация Бишкекской ТЭЦ со стороны китайской компании. На это государственный Эксимбанк Китая выделил 386 миллионов долларов США. Кыргызстан должен в итоге вернуть $500 миллиарда, считая проценты по кредиту. Проект стартовал со скандала. Видите, как получилось, что компания TBI за модернизацию предложила 386 миллионов долларов. А компания СМЭК, тоже китайская, она предложена на 30 миллионов дешевле. Но несмотря на это, именно руководство страны, и президент, и премьер-министр, и Министерство энергетики, они приняли решение, не проводя конкурс, не проводя тендеры, они приняли решение именно отдать модернизацию ТЭЦ города Бишкек китайской компании TBI. Несмотря на это, победила китайская ТБА. В 2017 году состоялся пуск модернизированной части ТЭЦ. Если мы брали кредиты, мы брали только на такие проекты, которые закладывают будущее для расцвета экономики Кыргызстана. 26 декабря 2018 года на ТЭЦ произошла крупная авария, почти на неделю оставившая без тепла жителей Бишкека. После устранения аварии начался поиск причин и выявление виновников этой техногенной катастрофы. Выяснились шокирующие факты. Модернизация ТЭЦ города Бишкек проходила без утверждения, согласования технико-экономического обоснования. На основании техническо-экономического обоснования ТЭО должно обязательно составляться, утверждаться проект. Именно сам проект. Потому что там вопросы не только именно экономическое обоснование, да? Там, именно строительство, проект, сам проект. Какие запчасти необходимо устанавливать, какие оборудования, вплоть до болтиков, винтиков. Но этого не произошло. Фактически после запуска модернизированной части ТЭЦ город отапливался за счет старой, немодернизированной ее части, исчерпавшей все свои ресурсы. Два китайских энергоблока мощностью по 150 мегаватт, они должны были вырабатывать как электрическую энергию, так и тепло. Но это не произошло. И 26 января 2018 года показалось, что именно из-за отсутствия химцеха, именно там обязательно должно было быть именно техническое производиться обессоливание, она не сработала. Естественно, вода не стала поступать на котлоагрегаты, на турбогенераторы. Естественно, там произошла такая крупная авария. Позже депутатская комиссия выявила целый ряд нарушений. А уволенный после аварии директор ТЭЦ Нурлан Омуркулулу заявил журналистам, что фактически модернизация ТЭЦ обошлась в 250-260 миллионов долларов. К примеру, плоскогубцы закупались по $320, 30-килограммовые огнетушители по 1600. На административные расходы потратили свыше 14 миллионов долларов. В документах детально не прописано, на что конкретно ушли эти деньги. Также в них указано, что расходы на консультанта составили почти 6 миллионов долларов. Но помимо завышения цен компании ТБА, сам метод строительства вызывал немало вопросов. Китайская компания TBI, она ехала в Китай, она находила старое устаревшее оборудование, она морально и технологически, и технически она устаревшее оборудование. Они дешево покупали, привозили сюда, ставили, а потом проектировали, понимаете. Они устанавливали это старое оборудование, а потом его проектировали. В 2024 году на Бишкекской ТЭЦ произошла новая авария. Взрыв угольной пыли повредил оборудование и разрушил всю кровлю старой части ТЭЦ. Сегодня на устранение последствий этой аварии и модернизацию старой части ТЭЦ правительство пытается найти очередные 250 миллионов долларов. 2 февраля 2024 года
авария, взрыв на ТЭЦ это доказало, что именно вот модернизация, она была не закончена полностью. Естественно, вот если бы даже после взрыва на ТЭЦ города Бишкек, значит, на старый ТЭЦ произошло-то, если бы действительно вот эта модернизированная часть ТЭЦ города Бишкек, то, естественно, она должна была выдавать тепло, но она в полном объеме не смогла выдать тепло. Естественно, горожане и жители Чуйской области остались без тепловой энергии, без тепла и горячей воды. В 2013 году мэрия Бишкека подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на улучшение системы утилизации твердых бытовых отходов на общую сумму 22 миллиона евро. Половина из них, то есть 11 миллионов, предназначалась для рекультивации старого и создания нового полигона. 31 октября 2023 года состоялось открытие нового полигона. Но старая часть свалки продолжает гореть до сих пор. Вот это все земельные работы проведены, но там все это будет столетиями, тысячелетиями гнить. Из рекультивации вот здесь проведены только земельные работы. Больше я ничего не вижу. Ну и засыпали вот это озеро фильтрата тоже мусором. О какой пищевой безопасности может быть идти речь, если все, даже вот сейчас это засыплят землей, закроют за саркофагом, будет идти дождь, будет таять снег, вода все равно будет через грунтовые воды попадать в поливное, вот это третье водохранилище. Это все окажется на наших полях. И хотя проект Европейского банка реконструкции и развития завершен, новый полигон до сих пор не принимает отходы. Она еще не готова, получается. Она еще не готова, нам ее еще не сдали. А в каком году? То есть это... В этом году ее уже будут сдавать. Сегодня новый участок полигона выглядит вот так. Но на сайте ИБРР есть схема нового полигона, где должны располагаться 3 котлована для свалки отходов, административное здание и парковка, трансформаторная станция, ангар для оборудования, зона технического обслуживания, оборудование участки мойки, рециркуляционная струйная система, пруды-отстойники для сточных вод, водохранилище для пожаротушения, скважина с защитной зоной 30 метров, станция утилизации и многое-многое другое. Деньги должны были поступать с 2013 года, но из-за несвоевременного выполнения кредитного соглашения стали поступать только в октябре 2015 года. В январе 2017 для Бишкекского санитарного полигона была поставлена спецтехника на сумму почти 400 тысяч евро, но в том же году ее передали в Тазалык, а летом 2020 года вернули, но уже в нерабочем состоянии. Проект должен был завершиться в 2018 году, но был пролонгирован до 2021. За это время выросли цены на материалы и услуги, а также начисляли штрафные санкции в размере 4% годовых за не вовремя выплаченный кредит. В результате в 2021 году остались неосвоенными почти 3 миллиона кредитных средств. Но, как признает сама счетная палата, этих денег может не хватить на реализацию оставшейся части проекта. Этот проект вряд ли можно признать успешным. Сегодня правительство договаривается с китайской компанией о строительстве мусоросжигающего завода. Сумма инвестиций – $95 миллионов США. Свою деятельность китайско-кыргызская бумажная фабрика начала в 2002 году. На ее строительство был взят кредит в 100 миллионов юаней. Это около 18 миллионов США. Но уже к 2005-му из-за высокой себестоимости продукции и больших управленческих расходов убытки составили 117 миллионов сомов. Более 10 лет фабрика простояла, а в 2016 году ее признали банкротом. Сегодня в зданиях фабрики располагается текстильное производство. Баягы жипти ийргенге биринчи неме стадиясыга даярдалып, ар бир немеден пыры кайра согулуп пресске кетет отходко. А мындан уже даярдалып чыгат. Бул жер 4 в 1 деп 8 челектен туруп, бул жерден жиптин тыгыздыгы жана сапаттуулугун ушу жерден чыгып даярдалат. Жиптер даярдалып келет. Бияка мындай кылып. Анан бияка лабораториябыз бар, ал лабораториядан эсептелинет бүт барын. Эжеке, могул объекттерде эмне анда? Бул объектиде это дробилка. Дробилка. Ошондо биякта бир гана ошол жип тигүү оборудование, туурабы?
кандайдыр бир башка оборудование жок деп. Жок, биякта эми жиптүгү бар. Бир жерибизде болсо ошо чыккан волокнолор жана габарит да ошолор бул жакта сакталат, склад болупчу. Ошо биякта 2 дробилкабыз бар, нар жакта ошо жип цехыбыздыкы бар. Сиз эң башынан бери иштеп атасыздар. О существовании китайско-кыргызской бумажной фабрики мало кто помнит, но в Государственном архиве хранятся материалы аудита счетной палаты, где есть интересные факты. На фабрике был плохо налажен бухгалтерский учет, в результате чего начислялись необоснованно высокие зарплаты руководству фабрики. Незаконно списывались деньги на ГСМ и другие товарно-материальные ценности. Было установлено нецелевое использование кредитных средств в сумме $217 тысяч США. А главное, из-за изначально ошибочных подсчетов стоимости сырья, цена готовой продукции превысила рыночную, что и привело к банкротству предприятия. После революции 2005 года генеральный директор фабрики и ее китайские работники покинули Кыргызстан. Но погашение кредитов в 100 миллионов юаней так и лежит на плечах правительства Кыргызстана. Еще в 1993 году правительство Кыргызстана подписало межправительственное соглашение с Пакистаном о строительстве завода Айдан Фарма. Реализация проекта с пакистанской стороны занималась компания Kehkashan Private Limited. Сумма проекта $10 миллионов США. Интересно, что председатель госконцерна Кыргызфарм-индустрия Эркинбек Матыев еще до межправительственного соглашения напрямую, без конкурса, подписал контракт с этой фирмой Kehkashan Private Limited. И эти деньги, это как кредит, 5% годовых и так далее. Да? Это очень высокий процент. В то время от 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 международные кредитные организации нам давали деньги кредитные, а здесь было 5%. И самое главное, эти деньги в Кыргызстан не поступили. Эти деньги остались в Национальном банке Пакистана. И Kehkashan не от кыргызской стороны эти деньги получал, как реализатор этого проекта, а получал из Банка Пакистана. Непрозрачные, неадекватные отчеты, естественно, о выделенных оборудовании, о проделанной работе. Одним словом, эти деньги освоили таким образом. В результате ни завода, ни лекарств нету. А через определенное время начали уже выставлять претензии и требования. Давайте платите основной долг, давайте платите проценты. Вот таким образом 8,5 с процентами 11, по-моему, до 13 миллионов дело доходило. Согласно аудиту счетной палаты, из-за недофинансирования и задержки строительства завода кыргызской стороной оборудование было завезено только в 1997 году, на 3 года позже намеченных сроков. В 2001 году пусконаладочные работы так и не были завершены, а к сентябрю 2003 года долг составил почти $14 миллионов. В итоге в 2007 году завод был признан банкротом и продан с территории за 18 миллионов сомов, что по курсу 2007 года составляет $5 миллионов 300 тысяч. Покупателем стала OSO National Paints, где директором и одним из учредителей является Комбарджи Адиб Бурхан. В этом же году фонд госимущества обращается в суд о расторжении этого договора купли-продажи. Но предприятие существует и по сей день как ЗАО Айдан Фарма. Любопытно, что в 2014 году госимущество выиграло суд по заводу Айдан Фарма, а российская компания Grand Capital проявляла интерес к инвестициям в это предприятие и даже прислала своих представителей. Комиссия приехала, они обследовали, потом они повторно привезли каких-то специалистов и, в принципе, говорили, мы для себя будем готовить предварительное технико-экономическое обоснование, предварительное, а ты нас информируй, как проходит этот процесс. Но через неделю мне сообщают, или через 2, что ответчик подал апелляционную жалобу. И, разумеется, нужно подождать, пока апелляционная инстанция рассмотрит. И вот на вот этом застопорилось так, что это уже неприлично долго было.
Но что интересно, я где-то через год-полтора поинтересовался, ну просто ради интереса. Оказывается, ВОЗ и ныне там. Но здесь должны были производиться лекарства, фармацевтическая компания, которая очень актуальна и нужна для Кыргызстана. Однако заинтересованные лица говорят, что здесь все распродали разным этим, сдают в аренду и судятся еще. Вот мы проходим и проходим, огроменная территория на самом деле. И вот посредине всего этого находится вот огромная территория. Завод, который должен был приносить, по идее, большую прибыль для страны. А вот оборудование, да. Что это за оборудование, трудно понять. Да нет, это как бы вот и есть. Это есть, вы думаете, фармацевтическое, да, что-либо? Здесь тоже опечатано. Тут написано Айдан Фарм, то есть они сами опечатали, получается. В июне 2021 года по обоюдному согласию между госимуществом и хозяевами завода было заключено мировое соглашение, подтвержденное Верховным судом, в котором определены новые сроки исполнения обязательства по этому злополучному кредиту. Исходя из вышесказанного, очень хочется надеяться, что горькие уроки недавнего прошлого пойдут на пользу, и будущие кредиты на проекты будут использоваться без воровства, досконально просчитаны и потрачены с умом во благо всего народа Кыргызстана. А для этого нужна транспарентность, отсутствие коррупции и тщательное обсуждение проектов с гражданским и экспертным сообществом.